Еженедельное совещание в правительстве начинается на приятной ноте. Владимир Сластенин вручил грамоту главы Ингушетии министру труда Хаджибекиру Муталиеву за большую работу в составе правительства. Также не обошли без внимания сегодня и юбиляршу. Председатель правительства поздравил зампреда Народного собрания Ингушетии Азу Хашиеву с прошедшим днем рождения. От имени правительства поздравить вас с прошедшим днем рождения, сказать слова благодарности. Вы все время принимаете участие во всех наших начинаниях, заседаниях, на самом главном поднятии бюджета. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Совещание в правительстве открывают с вопроса о ходе осенней призывной кампании. Она стартовала традиционно с 1 октября. Наряд на республику в эту осень более 200 человек. Работа по оповещению стартовала заранее. Сейчас ответственные вручают повестки. Со слов военкома Заурбека Гадаборшева, на этот день их получили более 100 человек. На сегодняшний день задание нам установлено 220 человек, в том числе 25 родительских юрлиц. Войска национального управления 50 человек, 90, воздушно-космические 50 человек, военно-морской 10 человек, и железнодорожные войска 20 человек. Освоение федеральных средств в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ – это уже следующая тема для обсуждения на совещании. Республика в этом году вошла в зеленую зону по кассовому исполнению 6 национальных проектов. Более 90% бюджета освоили Минприроды, Минсельхоз, Минспорта, Минобр, Минэкономразвития и Минмолодежи. По Минкульта 34, по Комтуризму пока освоение 0. Соглашение они подписали на 3 миллиона 972 тысячи. Здесь тоже комитету по туризму нужно активизировать свои действия по освоению средств. Говорят сегодня и о готовности к осенне-зимнему периоду. Отопительный сезон в Ингушетии по графику начнется 15 октября. В регионе работает 6 котельных централизованного теплоснабжения. Они отапливают 54 многоквартирных дома и 7 социальных объектов. На сегодняшний день, как мы говорили, за неделю, на прошлой неделе я как докладывал, у нас 64 замечания было со стороны Роскомнадзора по котельным, которых у нас всего 6 котельных в муниципальных образованиях. 64 из них, где-то больше половины, уже замечания устранены. А вот осенняя посевная кампания стартовала с сегодняшнего дня. Под урожай будущего года по плану должны засеять озимыми культурами более 28 тысяч гектаров пахотных земель. Аграрии сейчас готовят почву под пшеницу, ячмень и другие культуры. Озимая пшеница 19,7 тысяч гектаров, ячмень 5,2, рапс 1,9 тысяч гектаров и озимые культуры на корма 1,8 тысяч гектаров. На сегодняшний день у нас подготовлено, обработано и подготовлено уже 11,2 тысяч гектаров почвы. Подготовка продолжается. Обеспеченность семенами на сегодняшний день составляет 35%, минеральными удобрениями 40%. Поставки семян и удобрениями продолжаются. Все семена, которые завозятся в республику, обязательно в порядке проверяются специалистами. Затронули и тему своевременного завершения строительства соцобъектов, в частности, инфекционного отделения детской клинической больницы региона, Дома культуры в Джайрахе и благоустройства парка «Шелковый путь» в Магасе. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Магас 24.